Китайское пропагандистское издание Тандрыда 13 марта опубликовало сообщение о том, что правительство Синьцзяна в Восточном Туркестане объявило список ключевых проектов на 2023 год. Так, в течение года запланировано 400 проектов по китаизации региона, и общие инвестиции в эту работу составят более 2 триллионов 700 миллиардов юаней. Джан Юнлян, заместитель начальника управления проектного строительства комиссии по развитию и реформам Синьцзяна, объявила план этого года по китаизации Восточного Туркестана, заявив, что планируется реализовать 170 ключевых проектов, 90 проектов продолжатся в 2023 году, кроме того, 140 проектов придут на смену завершившимся. Несмотря на различные международные давления, китайский режим пытается отрицать и скрывать свои бесчеловечные преступления и практику систематического геноцида в Восточном Туркестане, используя ложную и вводящую в заблуждение информацию людей, находящихся под его влиянием и давлением. На видеозаписи, которой лагерный свидетель Зумрет Давуд поделилась в своем личном аккаунте в социальной сети, зафиксировано, что девушку-уйгурку, проживающую в одном из районов Восточного Туркестана, насильно выдали замуж за китайца. Беспомощный взгляд уйгурской девушки, которая полностью одета в китайские традиционной одежды, а правила церемонии проводятся на китайском языке, что противоречит уйгурской национально-культурной цивилизации, и тот факт, что свадьба проходит под надзором полиции, отражает давление на уйгурскую семью со стороны режима. Кроме того, пока китаец пытался напоить уйгурскую невесту вином, мать девушки взяла 2 чашки чая и ворвалась на сцену. Президент России Владимир Путин отметил, что в отличие от некоторых стран, претендующих на гегемонию и нарушающих мировую гармонию, Россия и Китай стоят плечом к плечу и борются с общими угрозами. Согласно заявлению Кремля, перед визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву Путин написал статью для газеты «Жэньминь Жибао», одной из ведущих газет Китая и печатного органа Коммунистической партии. Подчеркнув в своей статье, что российско-китайское партнерство строится на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга, Путин выразил уверенность в том, что его встреча с Си Цзиньпином придаст новый мощный импульс двустороннему сотрудничеству. 9 граждан Китая погибли в результате нападения вооруженной группы на Золотую жилу в городе Бамбари, Центральноафриканская республика. По сообщениям национальных СМИ, рудник, принадлежащий китайской компании Gold Coast Group в деревне Чинбоу в городе Бамбари в 400 километрах к северо-востоку от столицы Банги, подвергся нападению со стороны неизвестных боевиков. Китайская государственная судоходная компания «Коска» приобрела 25% долю в порту Красного моря в Айн-аль-Сокне, Египет. Согласно новостям Xi'an Global, «Коска Shipping Ports» приобрела 25% долю в новом контейнерном терминале Сокна сроком на 30 лет за $375 миллионов.